Добрый день, дорогие друзья. Тема, которая предлагается вашему вниманию, она очень сложная. И не только сложная, но злободневная, востребованная не только в нашей жизни, а в жизни человечества вообще. Сегодня мы с вами живые свидетели, что человечество как никогда, пожалуй, приблизилось к ядерной катастрофе. Это не может не касаться нас. Мы наблюдаем, видим, слышим, ощущаем, чувствуем и в тревоге, естественно, находимся. И в этих условиях и в Абхазии у нас здесь тоже непростая ситуация, но она, к великому сожалению, не всегда нами осознается точно, адекватно, какие процессы происходят у нас, каковы направления этих процессов, каков будет предстоящий день. Все это вызывает животрепещущие ощущения. И наш вот небольшой центр, небольшая группа, как раз мы занимаемся аналитикой сегодняшней Абхазии. К великому сожалению, я должен отметить, что мы знаем куда лучше нашу историю, куда лучше нашу экологию и другие, что важно в жизни нашего общества, но что происходит сегодня в абхазском обществе, мы мало знаем. И несмотря на наши усилия, естественно, мы не можем претендовать исчерпывающего изложения, объяснения, понимания всего того, что происходит сегодня в абхазском обществе. Абхазия, как вы знаете, и не обязательно здесь об этом говорить, но Абхазия очень маленькая страна. Она зависима от внешних сил и факторов. И не испытывать на себя влияние внешнего мира Абхазия не может. Она, еще раз повторяю, не самодостаточна. Это не потому, что мы какие-то слабые люди или прочее. То есть объективно так сегодня сложилось, что сегодня мир, внешний мир, естественно, давит на нас. Не только на нас. Хотелось бы мне вот эту схему представить вашему вниманию для того, чтобы как-то представить себе, какое место в этом мире мы занимаем и что собой представляет этот мир. Мир, в котором мы живем, кстати. В советское время мы жили в Советском Союзе. Он как бы нас защищал, а теперь оказались в открытом мировом пространстве, и где мы менее защищены. А что собой представляет этот мир? Мир этот состоит главным образом из двух блоков. Это западный регион, западный блок и восточный блок. Западный блок, иначе называется он Вашингтонский консенсус. Восточный блок, Пекинский консенсус. То есть эти блоки придерживаются определенной социально-политической модели развития. Западная модель строится на базе развития, на базе инноваций, отрицания истории и новые ценности. Вот на их базе строится вот эта западная модель. А если поглубже, то сегодня современный Запад строится на базе капитала. У капитала своя философия, своя мораль и свои признаки и характеристики. Это западная модель. Ей противостоит восточная модель. Восточная модель строится на базе повторения, традиция, сохранение истории и традиционные ценности.
А если все их свести к нечто единому целому, то в основе западной цивилизации, то есть восточной цивилизации, восточной культуры лежит человек. Там капитал, а здесь человек. Теперь на самом деле это противостояние между двумя этими моделями, конечно, то обостряется, а в настоящее время как никогда обострилось очень сильно. Запад не может отказаться сегодня от своих ценностей, так называемых неолиберальных ценностей. Неолиберальные ценности я не буду сейчас комментировать, что они собой представляют. Они и для нас тоже неприемлемы. Западные вот неолиберальные ценности, они и для нас, для абхазов, и для населения Абхазии, народа Абхазии тоже неприемлемы. И здесь важно для нас, поскольку мы, Абхазия, я еще раз повторяю, маленькая страна, для нас важно здесь найти место России между двумя этими полюсами. Россия занимает промежуточное место. Россия в основе русской цивилизации или русской культуры, хотя и цивилизация и культура это тоже понятия не совпадающие, несмотря на то, что они перекликаются, а многие люди путают их, а между ними весьма важное различие. Значит, в основе российской культуры, российской цивилизации лежит развитие и повторение, инновация и традиция, отрицание и сохранение традиций, новые традиционные ценности. То есть, если вспомним недавнее выступление президента России, он, касаясь образовательной системы, в частности, говорил о том, что мы переходим к старой советской модели образования, но при этом он полностью не отверг болонскую модель образования, полностью не отверг. Что полезное и ценное в этой модели нужно, говорит, сохранить. Здесь то же самое мы видим. Значит, в России, если даже географически возьмем, часть России на территории Запада, Европы, а другая часть находится на Востоке. Но это не только географически Россия занимает такое промежуточное место. С точки зрения русской цивилизации, русской культуры, русского образа жизни, на самом деле Россия вот занимает вот это промежуточное положение. И для нас это важно еще и потому, что Кавказ тоже относится к этой категории народов. Мы относимся, относимся к российской цивилизации. Мы на границе с Западом. Но в то же время, значит, и мы, Кавказ это более восточная территория, потому что для нас традиции значили гораздо больше и имели большее значение в жизни общества. И, конечно, нам ближе Россия, потому что Китай, Индия, несмотря на те исторические связи и отношения, которые существовали, географически они для нас далеки, для Кавказа, а Россия рядом. И здесь вот этот геополитический фактор, геополитическую роль, которую Россия играет, для нас имеет чрезвычайно важное ключевое значение, потому мы должны, естественно, быть в лоне российской геополитической позиции. Но дело еще и в следующем. Для того, чтобы определить свою модель развития, скажем, относительно Абхазии, нам это трудно. В советское время мы исследовали советской модели развития. А там была стратегическая цель, глобальная цель у Советского Союза была. И мы исследовали это, мы поэтому шли. А сегодня
к великому сожалению, случилось вот так, что за последние 30 лет Россия тоже оказалась в ситуации, когда ей было неведомо, какова модель, идеологическая модель развития России. Россия двинулась по западной модели, но не получилось, как мы с вами видим. России приходится сегодня воевать с Западом, фактически не с Украиной Россия воюет сегодня, а с Западом воюет. И воюет не с Байденом, а с западной цивилизацией. И теперь мы это и на себя испытываем. И потому очень важно характер, истоки этой войны, которая разыгрывается сейчас на территории Украины, это хорошенько нужно знать. Очень много разных передач, разных мнений, разных позиций и подходов, но тем не менее существуют такие фундаментальные ценности, без которых невозможно вообще понять. Поскольку Россия не имела, Россия, столкнувшись с Западом, в настоящее время поняла, что без стратегической модели развития Россия существовать и бороться с Западом не может. У Запада есть такая модель. Это стремиться к господству не только на планете, но и в космосе. От этого англосаксы отказаться не могут. Но и Россия тоже не может отказаться от себя, отказаться от своих ценностей. Это значит, Россия приходится сегодня уже определиться, куда она идет, к каким ценностям, к какой модели она может придерживаться для того, чтобы сохранить себя. И потому из уст не только президента, из уст многих российских мыслителей мы слышим и видим, что России следует возвращаться к своим истокам. А что значит свои истоки? Это традиционные российские ценности. Это предстоит сделать и нам. Речь идет не о традиционных российских ценностях, о традиционных наших абхазских ценностей. Мы же их стали тоже забывать сегодня. Значит, мы тоже вслед за Россией, мы тоже ринулись в Европу. А в Европе нас никто не знает, с нами тем более считаться не будет. Стало быть, нам тоже придется вот в этом направлении стратегического характера направления нам придется очень серьезно продумывать. Но еще раз повторяю, хочу пожаловаться тем, что силы наши, я имею в виду вот нашего небольшого центра, силы наши мизерные. Нам нужны специальные структуры, где работают специалисты, силы, которые могут анализировать, силы, которые могут формулировать нашу абхазскую модель, чтобы она отвечала интересам всего населения Абхазии. Не только абхазов. Здесь живут разные люди, армяне, греки, грузины, русские, евреи и так далее. То есть это модель, которую мы должны разработать и предложить нашему обществу, она должна отвечать интересам всех жителей, всех граждан Абхазии. Так живет Абхазия уже не одно столетие. Тут предупреждает меня регламент, я заканчиваю. Большое спасибо вам за внимание.